Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 23 сентября 2022 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Друзья, приветствую вас. Как меня слышно? Так, у нас все вроде бы работает. Друзья, приветствую вас еще раз. Собирайтесь. Так. Россиян видят, не увидят. Россияне. Фашистская Россия, реалити заблокирован. Да, Адам, канал реалити заблокирован на территории фашистской России, но я залил еще на два своих других запасных канала. Один из них не запрещен. Называется Аслан Арцуев HRCI. И там Human Rights Center Ичкерия канал я свой. Туда тоже залил это видео. Также сейчас как раз заливаю его в ТикТок. Но почему-то не получается. ТикТок не получилось. Ну ладно. Поэтому, а так, есть вы, которые можете распространять это видео. Чем больше людей увидят, тем лучше. Если оно станет вирусным, и люди поймут, о чем я говорю. Если мы сможем хотя бы одного, 10 отговорить от участия в войне, это уже будет какой-то результат. Маленький, конечно, но все-таки будет. Поэтому давайте вместе делать дело, делать полезную работу. Так, друзья, как обычно, я хочу вам показать видео и сообщить информацию о потерях фашистской России на сегодняшний день. По всей видимости, контрнаступление, очередное контрнаступление началось, исходя из цифр, которые мы увидим, потери русистов. Сейчас я вам включу это видео, чтобы мы могли все посмотреть. 550 уничтожено за сутки. Итак, по всей видимости, контрнаступление началось, идут ожесточенные бои, у русских большие потери, и, скорее всего, будут еще большие потери, Итак, друзья, вернемся к мобилизации, основной теме, которая сегодня стоит актуальна для жителей временно аннексированной Чеченской Республики Ичкерия и фашистской России в целом. Это большая проблема. Давайте я вам покажу видео. Люди отказываются идти на войну. Есть, конечно, разные элементы, там какие-то деклассированные элементы, которые
просто в пьяном виде, вообще не соображают, куда идут, что делают, загружают самолеты в автобусы, и отправляют на 2 недели обучения, и они идут на фронт. Украинцы начали, как я сказал, наступление, вернее, начали еще мощнее давить оккупантов, и, скорее всего, будет ситуация следующая: их будут присылать без обмундирования должного, без вооружения, просто будут их закидывать, украинцев будут закидывать мясом, человеческим мясом. К большому сожалению, вот такая ситуация. Но это говорит лишь о том, что это конец Путина. Что бы они ни говорили, мы-то прекрасно знали, что они с первых дней там проигрывают. Но когда они объявили мобилизацию, назвав ее частичной, частичной не бывает, ну, любая вещь, конечно, частичная, даже употребление пищи, она частичная. Сперва вы берете, не все закидываете, да, вы, может, по чуть-чуть. И в таком плане, да, она частичная. Ну, как такой термин правовой, прописанный в законе, такого не существует. Я читал этот закон, часть этого закона. Там нет такого, частичная мобилизация, полная. Есть мобилизация или нет. Вот и все. Для этого она и проводится. Первых будут, конечно, забирать те, кто придет, кого легко можно будет поймать и так далее. Опять же, те, кто все-таки попался и кого отправляют, вы можете имитировать болезнь. Вы можете просто на любой станции выйти, лечь на землю и все, и не вставать. Вас поднимать, закидывать в поезд и нести не будет. Если это будет 10 человек, если это будет 50 человек или 100, это будет еще сложнее сделать. Да, возможно, вас посадят. Возможно, вам предъявят какие-то там санкции. Но это лучше, чем пойти на верную смерть. Верную смерть. Опять же, из этой ситуации хороших выходов нет. Хороший выход был еще несколько месяцев назад, еще 2 недели назад, еще неделю назад, когда я призывал: просто собирайтесь и уезжайте, вывозите всех мужчин. Тогда был этот выход. Но сейчас уже все, захлопнулась мышеловка. Больше выхода нет, кроме как бороться с этой системой, пытаться избежать ее, оказывать сопротивление, имеется в виду мирное сопротивление. Именно так это нужно, потому что могут применить оружие. И, скорее всего, так и будет, если вы будете сопротивляться, драться. Просто отказывайтесь. Мне плохо, у меня заболело сердце, у меня инсульт, у меня паралич, у меня там головокружение, потеря сознания, все что угодно, все, что связано с головой, практически недоказуемо. Поэтому можете сказать, что у вас провал в памяти, потеряли, там плохо видите, помутнение, что угодно нужно говорить и делать. И, конечно же, нужно обращаться к больнице, к врачам. Ломайте руку, ломайте ногу. Ничего хорошего, конечно, я не советую, но другого выхода нет, уже все. Остались вот перед конкретным, вот перед фактом мы стоим. Поэтому первую вот 300 тысяч, которые им нужно набрать, они эти 300 тысяч будут набирать из тех, кого могут забрать. Кто им легко дастся, кто сам придет по повестке, ничего не подписывать. Это вообще золотое правило. Никогда ничего не подписывайте. Ничего. Пускай вам дадут срок. Лучше отсидеть 8-10 лет тюрьмы, там до 8 лет, по-моему, или до 10 лет они говорят. Но это лучше. Если же Украина выиграет, и вы выйдете из этой тюрьмы, вы не будете сидеть 8 или 10 лет. Вы даже до суда не досидите. Потому что если эта мобилизация сорвется, а она сорвется, да, первые уедут, первые погибнут, скорее всего. Но и тоже есть вариант. Это уже отдельная история, которую я тоже вам скажу, как действовать, что делать. И я постоянно у себя на канале выкладываю, как действовать, по каким телефонам обращаться. Пишите мне. Я лично готов выехать, и в Киев готов выехать. Тамошних своих друзей попросить, чтобы они как-то гарантировали переход.
Конечно же, нужно будет соблюдать условия, потому что, чтобы не было каких-либо там провокаций и никто не пострадал с украинской стороны. Но это, конечно, это уже еще более сложная ситуация. Также, что еще делают русские? Ну, с зэками, например, мы вот узнаем, как зэки нам уже рассказывают, задержанные пленные зэки рассказывают, что им выдают оружие, и чеченцы рассказывают, которые там находятся, которых также мобилизуют, они приходят, им патроны выдают только перед штурмом, автоматы, рожки выдают только перед штурмом. Ну, по-всякому бывает. Ну, чтобы вот тебе отдали автоматы, ты там, или патроны, и рожки, так не бывает, к большому сожалению. Но эта система не выдержит. Не выдержит. Просто дело в том, что до объявления этой мобилизации, понимая, что она произойдет, понимая, что к этому идет, мы призывали покинуть молодежь в Грузию, у кого нет возможности там получить визу, выехать в Европу, в Грузию, в Турцию, в Азербайджан, в Казахстан, куда угодно, просто спрятаться в конце концов, поменять адрес, не уходить из дома, не по прописке находиться, потому что если вы находитесь по прописке, туда могут зайти, имея на руках повестку, не получать повестку, не подписывать повестку, отказываться и не конфликтовать, не доводить до острых моментов, до острых таких ситуаций, не обострять эту ситуацию. Также, конечно же, национальное неповиновение, акт национального неповиновения. Выходить, перекрывать улицы, не работать, все что угодно делать. Я слышал, мы уже видели, слышали уже несколько видео, как эти подонки, мерзавцы, которые бросают чеченский народ в огонь этой войны, что несколько женщин были уже распространения разной информации, что вот вечером надо собраться у мечети там и так далее, и так далее. Потом какие-то женщины вышли в определенное время, или вечером, или днем на пятничную молитву. Сегодня это должно было произойти, или вчера. Забрали женщин, избили некоторых женщин, и их теперь мужчин хотят отправить. Да, они могут отправить, но я еще раз обращаюсь. Не оказывайте сопротивления, если уже говорят уже все, чтобы вас не избивали, там, не убили, как это было сделано там, с одним чеченцем, с Магомедом Бессултановым. Берите, просто согласились, раз уже деваться некуда, ну на первой же станции вы ходите, имитируете болезнь, как я сказал, все что угодно, чтобы не доехать. И запомните все номера. Под каждым видео я стараюсь оставлять полную инструкцию. На этом канале есть и видео, как это сделать, как перейти на сторону Украины, то есть дезертировать. Есть номера телефонов, 2 номера телефона, их нужно запомнить наизусть, потому что у вас могут отобрать телефоны, скорее всего так и произойдет. И потом, если у вас предоставится такая возможность, и вы добудете, или у украинцев какого-нибудь возьмете, уже находясь в Украине, телефон, или же где-то раздобудете телефон, чтобы можно было просто сделать один звонок. И для этого вы должны помнить номер телефона наизусть. Запоминайте этот номер телефона. Также ответ на эту мобилизацию уже поступил. Запад еще больше будет помогать. Скорее всего, Польша вступит в войну. НАТОвская страна вступит в войну. То есть, после того, как вступит Польша, все НАТО принимает участие. Оно и так, в принципе, информационно, разведывательно поддерживает, ну и не говоря оружие, деньги, политически, ну всячески. Мы видим всю эту поддержку, которая есть в Украине оказывается. И мы должны понимать, что победить в этой войне русские не смогут ни при каких обстоятельствах. Просто нужно, завалив трупами, убить как можно больше украинцев. Не считаясь со своими трупами. Как всегда это было на фашистской России. Вот и все.
Поэтому хороших сценариев, хорошего развития уже нет тем мужчинам, которые подпадают под вот эту принудительную мобилизацию. И мы должны понимать, отказываются все, военные отказываются, военные, резервисты отказываются. Срочников тоже нельзя отправлять в армию. У меня есть документы, я его просто не стал публиковать, 100 где-то фамилий из населенного пункта Катыриурт. Там люди призывного возраста, там 19-летние, по-моему, 2004 года или 2003 года. Там очень много ребят. И вот все эти призывники, они тоже уйдут на фронт. Поэтому это не значит, что если вас по принудительной мобилизации забирают, вас отправляют, а срочников ничего не будет, потому что так сказал Шойгу там или Путин. Это неправда. Будут отправлять всех, кто у них есть. Просто чтобы завалить. Призыв на 1,5 миллиона человек. Почти около 1,5 миллиона человек. 1 миллион человек на фронт. И 500 000 это тыловое обеспечение там, и так далее. Заводы мобилизуются, которые будут производить снаряды, там, патроны и так далее, и так далее. Потом говорят, что вот Россия может собрать, вооружить одновременно, там западные эксперты говорят, что можно около там 100 тысяч они могут единовременно собрать и отправить. Ну, это западные говорят. Они исходят из того, что у каждого должна быть каска, у каждого должен быть бронежилет, там необходимые там медицинские там разные принадлежности, ну и, конечно, оружие и так далее. Так вот, мы знаем по опыту, что на 5 человек во Второй мировой войне, на 5 человек давалась одна винтовка, на 3 человека давалась винтовка. И вот пока этого, кто с винтовкой, его не убьют, те остальные бегают вот за этим, ждут, пока его подстрелят, чтобы взять у него винтовку и уже ходить с этой винтовкой. Поэтому и так они это могут сделать. Им не важно. Им важно, чтобы как можно больше было убито людей. И в Украине, и что, как бы это ни казалось странным, не только не жалко своих. Важно, чтобы и своих было убито как можно больше. Чем больше будет убито, тем сакральнее, тем величественнее будет победа. Или война просто, даже если это будет не победа. Для этого им это нужно. Они рассчитывают, что против них не будет применяться ядерное оружие. Вот они сейчас, Путин грозится ядерным оружием. Все, уже этот этап уже пройден. Будет против России применено ядерное оружие. Даже, может быть, превентивно будет применено это ядерное оружие. И первый город, конечно же, это Москва, по которому будет нанесен удар. Поэтому москвичам я тоже советую, особенно чеченцам, которые живут в Москве, на время выехать из Москвы, куда-то отъехать на какое-то время, если есть возможность. Потому что ситуация очень-очень обостряется. Но наша задача, чтобы эти люди вообще не доехали до фронта. Потому что даже если там погибнет 1000 человек, с Украины погибнет треть вот этого числа, да, штурмующих. В 3 раза больше должно быть. Там 300 человек украинцев погибнет и 1000 насильственно мобилизованных. Это большая потеря. Не говоря уже о том, что их может быть просто больше. И собрать 100 тысяч не обязательно. Сейчас у них нет. Вот есть видео, гуляет в интернете, ЧВК «Вагнер». Вроде бы там какие-то там суперспецы там и так далее, и так далее. Одно из их там. Ну, уже видим мы, какие они спецы, конечно, какие, если они зэков со всех тюрем берут, которые сразу же сдаются. Ну, там уже нет ничего. Полная фиаско. Разгром российской армии. И после того, как нужно собрать эти войска, показать, что вот мы собрались там и по мере возможности заваливать трупами. Россия осталась фактически без армии, если уже объявлена эта мобилизация, значит у России нет армии. Так вот эти ЧВКшники, которые вроде бы там хорошо обеспечиваются, там такие профессионалы, все такое,
Они собираются, куда-то идут и говорят, а у тебя каска есть? Нет, а броник? И нету. Отходят немного, их всех накрывают там одним снарядом, они друг на друга вот так лежат, сваленные, все, нас всех тут замочили. Без бронежилетов, без касок, без ничего. А что будет с чеченцами, которых забирают там из Чечни? Все, что угодно нужно делать. Пока расстреливать они, опять же, не хочу не пугать ничего. Но хорошего варианта нет. Все уже. Мы к этому уже подошли. Мораторий на смертную казнь будет отменен. Но пока он не отменен, пока расстрелы не начались, нужно оказывать ненасильственное сопротивление. Ложиться на землю, притворяться больным. Делайте что хотите. Просто не идите. Я должен дать ночи. Циг вогар душон я. Вогар ночи. Цея душон шаш. Дай и тер душон. Знаете, что было с нами в 1944 году? В 1944 сатанисты во-первых, до 1944 года с нами произошло, до 1941 года с нами произошло то, что произошло с нами сейчас. Но без военного сопротивления. Да, были очаги сопротивления у нас, где-то там восстания происходили разные, но как такового сопротивления не было. И НКВД в течение 30-х годов, как сейчас это делало ФСБ в течение вот этих 2000-х, где мы воевали, и уже после 10-х годов, вот последние эти 10-15 лет, нас уничтожали просто. И в 30-х годах происходило то же самое. Убивали умных, убивали образованных, убивали лидеров, убивали мало-мальски представляющие угрозу для них. Ссылали, убивали, репрессировали. И уже фактически, как и сейчас, обезглавленный народ собрали всех вот этих оставшихся мужчин, которые не сопротивлялись, и отправили на фронт. 40 тысяч тогда отправили. Погибло 40 тысяч. Говорили, мы предатели, там, враги народа, там, дезертиры. Самые большие дезертиры были русские на этой войне. Почему? Потому что они были образованные. Им хватало ума просто быть дезертирами на этой войне, которую развязал Гитлер и Сталин совместно. А потом просто поссорились они. Они решили друг друга кинуть. Вернее, Сталин решил кинуть Гитлера, и Гитлер его опередил просто, понимая, что он его кидает, что он хочет на нее ударить ему в спину. Как это сделал ИГИЛ. Помните как? Нусра, Аль-Нусра, там какие-то группировки ушли вперед, побеждая асадовцев, а игиловцы начали сзади просто идти и все отвоевывать. И таким образом ИГИЛ захватил все территории, которые захватили там другие вот эти группы. Вот то же самое хотел сделать Сталин. И в итоге обезглавленный чеченский народ, который призвали в 1941 году, отправили на фронт. В 1944 году, когда уже все, уже победа, уже второй фронт открывается, уже все, немцы отступают, у немцев все плохо, весь мир против немцев, как сейчас против России. И в это время они решают, Сталин решает освободить наши земли, понимая, что если чеченцы вернутся, имея боевой опыт, имея боевых товарищей всех национальностей, в том числе и русских, с которым они 3-4 года в окопе провели вместе. Боевое братство, как известно, оно считается как родное братство. Сталин решил от нас избавиться, понимая, что мы будем представлять для него угрозу. Понимая наш менталитет, понимая, что мы никогда не смиримся и никогда не станем советскими людьми. То есть людьми бесхребетными, без корней, без истории, вообще рабами. Мы такими не станем. Как бы нас не советскими называть там, не советскими, без разницы. Выслали всех женщин, детей, стариков, молодых парней, инвалидов и так далее, кого только смогли. Кого смогли достать, выслали, и кого не смогли, уничтожили на месте. И потом с фронта тот, кто воевал, они их еще оставляли. А вот
раненые. Тогда медицина была не очень хорошая, как мы знаем, особенно у Советов ее вообще не было. Много ампутантов было с одной ногой, без двух ног, без руки, без глаза, слепые. И эти все люди отправлялись туда, к своим чеченам, которые голодали, умирали первые 3 года, просто массово вымирали. Это вообще был ужас, который был. И этот раненый, без ноги, без руки, слепой, третий, десятый, он не то что помочь, он обузой им еще был. И фактически он тоже умирал там с ними, со своей семьей. Ведь нам это грозит. Ну тогда лучше остаться на своей земле, получить свои сроки, в конце концов. Но не дать себя депортировать, или дать погибнуть, или стать инвалидом, поехав на эту войну. Украина уже напичкана оружием. Это еще ленд-лиз не начался. Откуда, вы думаете, у Украины возможность наступать? Откуда у нее столько возможностей, такие колоссальные потери у русских, что они объявляют мобилизацию? Потому что помогает весь мир, вся Европа. Вся. Ezershka nohçu buşun Ukrayna tuambеш. Ezershka. Şädege cedüces. Ezershka nohçu buşun sigar tuambeš. Şädege супер душун Украине. У Украины все супер просто. Тысячи чеченцев воюют за Украину. Тысячи. И мы сделаем все возможное, когда вы туда придете, чтобы вас принять. Тот, кто не сможет избежать этой мобилизации. Мы все сделаем для того, чтобы вы не пострадали. Но вы должны понимать, хорошего выхода из этой ситуации уже нет. У заложников своей свободы, воли, как мы понимаем, но то он и заложник. Не бывает. Так, переходим к вашим комментариям, друзья. Перехожу к вашим комментариям. Друзья, Маш Доволь. Распространяйте, друзья, ссылку на наш стрим. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Шавига Маш Доволь, алейкум салам. Довеля, Хамзат, Кубик, Ури, Шавига. Аслам, почему-то ссылка на петицию о признании независимости Ичкерии не проходит в комментариях, а любые другие проходят. Но я не сдаюсь. Аллаху дайлмула, дайлмула, дайлмула. Бывает просто на некоторых ставится, что ты ссылку, когда постишь, то некоторые каналы просто ставят такое уведомление, что он не проходит. На корню зверей, лжецов, всего видов, гибнет, да. Добрый вечер всем. В Казахстане много понаехало. Я сегодня смотрел, как казахи стебутся. Говорит, вы только славянам квартиру сдаете? Извините, мы русским квартиру не сдаем. Уже началось такое. Все ищут квартиры, и казахи уже не сдают. Говорит, только азиатам. Один звонит в риэлторскую компанию и говорит, можно у вас снять квартиру? Женщина отвечает, да, можно. А вы откуда? Я вот там из России. Могу я снять? И она задает, чей Крым? Вопрос. Он говорит, ну, видимо, там обрезано, он видимо, говорит, типа, российский. Она говорит, нет, вам не сдаю, и кладет трубку. Вот как все возвращается. Я постоянно, когда жил в Москве, я просто ругался, я звонил им, ругался с ними постоянно, потому что все объявление только русским, только русским, только русским. Не гражданам России, только русским. Это фашизм просто у них в крови был. Вот теперь надо за это платить. Вот за все нужно. И за хорошее, и за плохое нужно платить. Понимаете? Питер Уолл, ассаламу алейкум, ассалам, Питер, Машой. Мобилизация алкашей и бомжей. Ну, к сожалению, не только. Они уже заканчиваются. Бомжи уже почти все закончились. Сегодня в Грозном прошел поддержку Кадырова митинг. Всех сотрудников МВД и начальникам разных фирм и организаций дали план привести на этот митинг как минимум 2 человека из родных и знакомых. Они очень боятся. Они, почему вы думаете, так долго откладывали вот эту мобилизацию?
Потому что они не уверены, что они удержат страну. Они ее не удержат. И мы должны сделать все возможное, чтобы они ее не удержали. Они именно поэтому они говорят, это частичная мобилизация. Мы будем брать только 300 тысяч. На самом деле 1,5 миллиона цифра озвучивалась. Миллион сразу на фронт и 500 тысяч мобилизуется для поддержки этого фронта в тылах. Вот какая ситуация. Они боятся, просто до смерти боятся этих людей. Они будут им оружие выдавать. Но те люди, которые оказались уже мобилизованы, они должны скрывать свое нутро. Это самое главное. Самое главное не показать. Потому что как только поймут, что вы настроены к ним негативно, вас могут ликвидировать, убить. Да? Ну, если не по суду, то просто пристрелить. Не по решению суда, а просто пристрелить. Отвести в сторону. Ну, напал, оказал сопротивление. Война идет, все спишется. Поэтому нужно скрывать. Шайдагар махает лаш ногчи, шайдагар махает лаш. Я хотел бы обратиться вот к женщинам, которых, говорят, избили, у которых там родственников, мужей, сыновей могут забрать на эту войну. Свяжитесь со мной. Если ваш отправляю, во-первых, сделайте все возможное, не насильственно, не сопротивляться. Болезнь, справки делайте, что угодно. Кого забрали, ему передайте, чтобы он что угодно вытворял. Если это небезопасно делать в Чечне, ехать-то придется, в автобусе придется ехать. Еще просто отключаешься. Все, я себя плохо чувствую. У меня рука отказала, нога отказала. Все, не могу я идти. Все, вот тут у меня переволновался я, очень испугался. Quack set saksa, she quack set sakuk set sasa, twas de lassa, kichil lassa, ach talet sasa. Who aditi шоушду? Who ада на смерть бочку? Вот и эти женщины, которых свяжитесь со мной. Если ваши мужья, братья, кто-то оказался там, передайте мои контакты. Facebook пускай со мной уходит, пускай пишут мне на e-mail под этим видео. Запоминают эти телефоны. Я лично поеду туда и перевезу встречу этих людей. Но им, конечно же, нужно будет прорваться. И если сейчас кто-то думает, что вот сейчас мы выйдем, наших заберут, а остальные останутся. Если у них все пойдет по этапу, заберут всех. До 150 тысяч чеченцев. То есть все мужское население. И первых будут бросать туда чеченцев. Я вам сейчас покажу одно видео, если я его скачал. Так. Смотрите, это ЛНР, так называемая Луганская Народная Республика. Это те люди, которые предали свою страну и ждали русский мир. Вот посмотрите, молодые девчонки идут по городу. И что они говорят? Ой, ребята, в Луганске остались одни девчонки. Реально одни девчонки и военные, других нет. Нет, есть еще ребята, которым а-ля 15-16 лет. Все, старше нет, я вам гарантирую. Вот, одни девчоночки. Это самое произойдет и с нашей республикой, понимаете? Вот к чему они это подводят. Не останется никто в Луганске, ЛНР, ДНР, кто смог выехать, выехал, а кто не смог, они забрали. Все. Они зачистили ДНР и ЛНР полностью от мужского населения. Тогда люди еще не понимали, когда их забирали, еще думали, что они победят. И они это вот забрасывали их всех. Это ваша родина, мы же за вас пришли, мы россияне пришли за вас воевать, давайте вперед там. И все, их посылали. Просто как мясо на убой послали. Тех, кто предал свою Украину, свою родину. То же самое грозит нам. Я убежден в том, что они к нам будут самые негативные отношения. Нас будут в самые худшие места посылать.
на самую верную смерть посылать. Именно наших будут посылать. Поэтому мы должны сделать все, чтобы избежать этого. Максимально. Переходим на военное положение. Мобилизуемся. Не сидите в интернете, просто ничего не делая. Пишите, распространяйте видео. Выходите к российскому посольству. Я не знаю, не хочу призывать к вас противоправным действиям на территории страны, где вы проживаете. Особенно если у вас нет гражданства и так далее, вас могут лишить позитива, или если у вас нет позитива, вам могут его вообще не дать, если вы сделаете что-нибудь противоправное против российского посольства. Но сейчас уже нужно нам здесь мобилизоваться. Да, они в заложниках, они там мало что могут, но мы-то здесь можем. Почему никто не суетится? Давайте, просыпайтесь. И чеченцы, и не чеченцы. Теперь настало время всем просыпаться. И украинцы активизироваться должны. Это удар будет и по Украине. Очень мощный удар будет. А потери будут украинских и военных, и гражданских. Всем привет из Житомира. Витаю, Житомир. Салам, маршал. Там уже хотят некоторые болезни убрать, чтобы набрать всех. Да, набирать, например, плоскостопие не берут. Там есть еще разные такие категории болезней, которые не берут, но они особо не влияют, да, если не оказывать такой сильной физической нагрузки на человека. Это все будет отменяться. Все категории, даже которые там не годен, их тоже будут забирать. Всех, кого дотянутся. Потом всех, кого будут уже разыскивать будут. И так далее. Не идите, создавайте проблемы. Если ты сегодня, 10 человек вас, легли на землю, вам стало плохо, у вас там закружилась голова, у вас тошнит, рвет там, или там еще какие-то вещи. Значит, на вас тратятся вот эти собаки, которые вас туда хотят отвезти. Вот они тратят свое время. Другим вы даете возможность. Вот такая ситуация, к большому сожалению. Если вы отвлекаете на себя вот этих собак, у других будет возможность больше. И так это должны все делать. Вот в чем задача. Их меньше, чем вас. И поэтому не насильственно. Чтобы они не применяли оружие. А они будут применять и оружие, к сожалению, я вот должен сказать, они будут применять и оружие тоже. Иранские беспилотники ВСУ сбивают довольно-таки успешно. Вообще нет оружия. Вообще. Им Северная Корея обещала дать ракеты, эти снаряды. Северная Корея, говорят, отказалась. Видимо, там как-то Китай повлиял. Видимо, скорее всего, это, конечно же, не Китай, а Америка повлияла на Китай. Вот какая ситуация. У русских ничего нет, они ничего не могут. Они могут только убить как можно больше людей, и своих, и чужих. Но не выиграть. Аслан, почему в Дагестане очень много пророссийских граждан? Я не знаю. Русские сегодня это взбесившая стая шакалов и стервятник. И даже без пыни готова идти на все тяжкие. Смерть русской мрази, слава Украине, слава ВСУ. Говорит ФМ. Можно призвать 50 миллионов россиян, но без современного оружия это пушечное мясо. Да какое оружие? А еще и харчеваться этой Аравии, одеть и обуть, обеспечить амуницией. Да, совершенно верно. Нет у них таких возможностей столько призвать. Вот они могут призвать сейчас 1 миллион, 1,5 миллиона на фронт они могут призвать, и 500 тысяч мобилизовать, чтобы работать. Все это их предел. Да, потихонечку эти будут выходить из строя, набирать новых будут и так далее, и так далее. Это большая война началась. Большая. Но мы должны сделать так, чтобы эти войска, вот эта орава, пошла не на Украину, а на Москву.
Вот что нужно сделать. И это касается русских военных. Они должны понимать, что они просто участвуют в убийстве своих граждан, российских граждан, которых они командуют без возможности, малейшей возможности победить. Максимум они чего могут достигнуть и о чем они мечтают достигнуть, чтобы с ними начали разговаривать. Чтобы сказать, да, мы на любых условиях, да, мы готовы. Вот что они хотят. Крым оставьте нам там и так далее. Не оставят Крым. Самое интересное, что и Крым не оставят, и ни одного преступника уже не оставят. Американцы уже делают через свою правовую систему судебные органы, которые будут судить Путина, Патрушева и вот эту террористическую банду. Это уже запущено. Не чтобы там Международный уголовный суд, чтобы там как-то там ратифицировать, разрешать, не разрешать, кого-то упрашивать. Разные же там страны участвуют, а мы живем в демократии, в демократическом мире, и даже самая маленькая страна имеет там право голоса, а ее можно подкупить, там, помните, как там, кто там был, венгерский, что ли, кто там, Орбан или кто у него там был у Путина. Но такие чуваки, которых у него на копейке, на подсосе, как говорится. Нет у него возможности. Это закат, это конец России. Наша задача, чтобы как можно меньше чеченцев погибло в этом. Это конец, Кадыров, и твой конец. Все, тебе хана, дадалаун, все, вы доигрались, да. Все, что вы можете, это уже просто свалить к чертовой матери. Валлахи дамадалля, хинстиш мегар душун. Все, подошел конец. Я вам об этом давно говорил. Все, пришел ваш час. Это может месяц продлиться, это может 3 месяца продлиться. Но все, на этом заканчивается. Дел гылак шударш, дел гылак. Гылакам диш даршу цудел, деш даршу. Тхунга гуш, о, альхамдулилла, о, шу гылак хульш, тхугуш аш душун, тхуддаки дешу, шу гылак хульш душун. Инс шай сакир, шай мерседеш, шайх, шай ахшнаш дай. Давай. Доудар бияки даршу, выход якш, аддит икам, аддит, мабик инах. Массаргабо и призывная комиссия оберш, и резервная призывная комиссия оберш, военкоматы оберш, люрш, медосмотр еш был люрш, комиссия был медицинский наш, массар ажвак дал диза душон, дахалашиц, из тхана урдачун инах бой и табойч мамуаш, и шун дюсердат побед Россию йоккар яц. Не победит Россия, не победит, невозможно это. Понимаете? Ваш ядерный там удар, мы там это сделаем. Все, нет у вас этого козыря. Ваш козырь бит. Понимаете? НАТО уже вступило. Америка уже с вами даже не будут церемониться вообще. Вы даже не представляете, что с вами будет. Не будет таких жестокостей, пыток и так далее. Но то будет сопротивляться, будет уничтожаться, даже не понимая, что с ним произошло. С какого-нибудь Гобл-Хоука, с дрона, который прилетит. Над Чечней летают эти дроны. И разведчики американские, натовские летают. И вы это прекрасно, именно поэтому Кадыров просит ПВО. И не даст ему никто ПВО, потому что в Украине этого ПВО не хватает. Кадыров будет сейчас от кустика к кустику бегать, прятаться. И сейчас потихоньку из его окружения люди начнут бежать. Из его окружения. Они на тотальном страхе держится эта система. Потому что если ты убежишь, там жену убьют, мать убьют, отца убьют, сестру убьют. На этом просто они держатся. Как только это почувствуется, нервы не у всех железные. У кого-то крови на ком-то нет. Он просто бабки воровал там, рядом там с ними находился. На ком-то немножко только крови. Он думает, может, я отмажусь. Этот вообще повязший в крови, им деваться некуда.
И это несколько десятков, может быть, 100 человек. Вот эти командиры, там какие-то ФСБшники и так далее. Все, конец. Конец. Пригожин же объяснил зэкам, что каждый получит по 2 гранаты на всякий случай, а пионеры как же, неужели российские матери не будут горды своими детьми, заграждающими своими телами снаряды хаймарсов? Да, дадел церцдик, дадел просто вархарардар квадица нарсурт. Вы знаете, как происходят вообще все вот эти события? Вот мы в один день просыпаемся, и все, и мир стал другим. Вот мы когда они там объявили мобилизацию, 3 дня назад, 21-го, 20-го, 21-го, объявляет он мобилизацию, все, уже стал другим, все. Мир стал другим. 24 февраля он нападал, еще он усугубил эту ситуацию. И все, нету никаких шансов. Нету у фашистской России никаких шансов выиграть. Сейчас задача просто нашим сохраниться, выжить. Цундер босс. Ацгасхшанте буабеш берчега босс. Энах. Шур шай дылчаш лушдаца. Шайн ца бехказ лушен каре лушдала. Ца вахи келгарвох шум дие мабагит энах. Шайн луа где цонг шхил больничный иец где шайн луа где саботаж е маби и болох. На смерть больше, бушу наш больше был нах. Русские, что вы до сих пор не осознали, что каждый новый день пребывания у власти недофюрера Путина и КГБ все глубже загоняет вас, как народ, в преисподнюю истории, где вооруженное сопротивление режиму. А России никогда нет дна, это абсолютно бездонная сущность. Аслан, меня без моего ведома отписывают от твоего канала. Вот уже 3-й раз. Да, Чири, так происходит. Мои знакомые даже их отписывают. Так, представьте, как много отписывается, если так попадается, что даже мой знакомый бывает отписан. А я не с многими общаюсь из своих подписчиков. Да, такое есть здесь. Канал конкретно все время находится под атакой, под давлением и так далее. Но я это много раз вам говорил, просто напоминаю вам еще раз ты затронул тему. Скоро украинцы выгонят со своей земли дранно-российских вояк. И тогда вы, россияне, сможете ближе познакомиться со своими героями, убийцами, насильниками, грабителями и мародерами. Чего боится Путин? Когда будет захвачен Крым, когда русская армия бежит, или она уже будет дезориентирована, разобщена, разбросана, будет сдаваться в плен, Украина спокойно может дойти до Москвы. Нет никакого сопротивления. Менты не будут оказывать сопротивление. ОМОН не будет оказывать сопротивление. Росгвардия, все там, всех туда гонят. А еще же надо народ контролировать. Если просто не будет. Если начнут вот этих ментов всех, которые сейчас собирают вот этих всех призывников, отправлять на фронт, они все эти менты разбегутся. Все люди в погонах прекрасно осознают, что происходит. Они вас забирают, чтобы их не отправили. Вот какая ситуация. Россию возглавляет старый маразматик-садист под стать русскому народу. Говорит ФМ. Да, они не умеют сопротивляться. Их по одному выдергивают, и все остальные смотрят. Да, мы готовы их встретить. Шутки, но Россия должна развалиться. Цаши Куйоч, Далмула. Тянется меня имя автора. Тянется меня имя автора. Вечная российская игра. В прошлом ослепительное завтра, в будущем постыдное вчера. Губерман. Да, ФМ.
основном в 2014 году тоже заваливали Донецкий аэропорт. Но это была такая локальная борьба. Тогда у них были возможности, тогда у них были военные удачи, победы. В Донецком аэропорту, конечно, украинцы держались, но там были котлы, украинцы им верили. Когда их Иловайский, по-моему, или в Дебальцево, не помню точно, когда сказали, что русские могут нам дать коридор, будут выпускать, ни один чеченец, который оказался в котле, он не поверил. И сказал украинцам: не верьте. Вот мне так рассказывали. И кто не поверил, те смогли выйти. А кто поверил, попали под их огонь. А теперь уже украинцы научены, как чеченцы уже наученные были, которые смогли выйти. Сейчас и помощь, все изменилось, все. И вкус победы, и дух у украинцев поднялся. А это дорогого стоит. Духом выигрывают, не даже оружием, а духом. И этого духа у русских нет, и оружия у русских нет. И нет ничего, чтобы они выиграли. Просто надо продержаться Путину, завалив трупами. Да, русские диванные герои уже дёру дали всему СНГ и на бойню отправляет нацменьшинство. Да, именно так. Смотрите, возвращаясь к мобилизации. Возвращаясь к мобилизации, я вам тут подготовил несколько видиков. Это Кабардино-Балкария. Зачем? Что я больше, чем Лукашка помиловать? Отслужить должна, дядька рисовать должна и врача. Я не научился. Капюшон надо, капюшон надо. Мой сын, я ничего не сидит, я бы тоже дал, но он не подлежит. Я просто хотел, Слышали, что говорит? Он собирает людей на войну, а его сын не подлежит. Не подлежит, у него он больной. И он в наглую это говорит. Ты призываешь людей идти отдавать своих сыновей на войну, которая абсолютно преступна, абсолютно не нужна вот этим людям. Кавказцам она точно не нужна. Может, русским какую-то империю они строят, какую-то, не знаю, что у них там в голове. Но мы не видели кавказцев, которые там так рвались, там, топили за эту войну. Ну, кроме прикормленных, вот этих кавказцев, которые сейчас на сцене стоит. А теперь его сын, оказывается, он не мобилизует его, он не подлежит мобилизации. Значит, а мы ему подлежим, а вот он нет. Кто отказывается, пожалуйста, если все отказываются, значит, надо будет именно меры уголовной ответственности. Все. Я это не обсуждаю. Кто с кем и как, я выполняю задачу. Я обращаюсь еще раз к тем людям, тем гражданам, которые подлежат. Я прошу вас, еще раз говорю, не хочу делать так, материалы готовить и так далее, это не моя работа. Моя работа чисто военная. Поэтому я прошу вас, кто здесь находится, подойти к тем столам, ответиться и по вам примут решение. По вам примут решение. Отметиться, подписать, он говорит. Ничего подписывать, никакой связи, под полный отказ участия вообще любого диалога с этой властью, с этой системой. Ничего не подписывать, никуда, ни во что, ни в чем не участвовать. Вежливо, аккуратно, извините, не могу, извините, я себя плохо чувствую. Так, сейчас я вам. Вот еще мобилизация идет. Это, по-моему, в Крыму идет мобилизация. Так, секунду.
Так, далее. Кадры, конечно, нелегкие. Ситуация очень тяжелая, очень нехорошая. Я вам сейчас еще покажу видео. Но в Якутии тоже смотрите. Настоящее время, там Якутия и другие. Город Нерюнгри, 50 тысяч населения, Республика Саха. Десятки мужчин готовятся к отправке на войну. Их уже ждут автобусы. Провожают близкие. Настроение у новобранцев скорее грустное. На ком-то уже военная форма. Мама, роди меня обратно. Все здесь. Приветствую, Басу. С Белова. С Новокузнецка все четко. С Кемерово. Тайга. Бекова. А это новобранцы российской армии на Кузбассе. Уже примерили форму на сборном пункте и пробуют еду. Проводят перекличку городов и передают привет знакомым. В Кемеровском военкомате изданию СОТА сказали, что повестки мужчинам вручают на улице и дома. Это один из военкоматов в Якутии. Десятки мужчин прощаются с близкими перед тем, как зайти на территорию военкомата. Это Благовещенск, Дальний Восток. Мужчины молча отмечаются в списке и садятся в автобус. Чуть в стороне молодой человек старается играть для них прощание славянки. Это Шилка, Забайкальский край. Автомобилист фиксирует на телефон ажиотаж у военкомата. Следующий кадр – город Чернышевск, тоже Забайкалье. Мужчин собирают на войну. Привозят их сюда маршрутками. Откуда забирают, непонятно. А вот уже и напутствие новобранцам из Бурятии в военкомате от офицера. Вопрос серьезный. Мужики, едете воевать после подготовки. Поэтому к этому моменту отнестись нормально. И не надо мне здесь говорить, что я там побрызгаю, я там все. Бурятия – один из лидирующих регионов России по потерям на войне в Украине. Вот один из жителей Улан-Удэ ночью снял в подъезде работников военкомата, которые принесли повестку его соседу. Вы ночью звоните, да? Нет, а вы как не мешаете? Вы мне, во-первых, постучали. Вы представьте свое имя и отчество. Вы мне разбудили ночью. Я с военкомата пришел. Ну, с военкомата. Я пришел разносить повестку. Хорошо, теперь скажите. Меня снимать. Теперь скажите, что не надо? Снова Забайкалье. Мобилизованных россиян везут автобусами на сборный пункт. Остановились покурить. Без базара уже! А это Магадан. Новобранцы готовятся отправляться на самолете для обучения и отправки на войну. В Дальнереченске Приморского края оповещают на улице, что им нужно явиться в военкомат с вещами. Как говорят правозащитники, повестки призывникам вручают хаотично, независимо от наличия боевого опыта. Будут призывать не те категории, о которых сказал Шойгу, а те, кого возможно. Именно так военкомат обычно и действует, и при обычном призыве веером обычно раньше рассылались повестки, и кто, так сказать, берет и приходит в военкомат, тех и призывают. Кто не приходит, того и не призывают. В некоторые военкоматы россияне прийти пока не могут, их подожгли. Это фото из администрации Тольятти. Кроме того, известно о пожарах в военкоматах в Ленинградской и Оренбургской областях. Военные комиссариаты Татарстана и ряда других регионов запретили лицам, подлежащим мобилизации, покидать свои города без разрешения военкоматов. В аэропортах Москвы и на некоторых сухопутных границах из России замечены многокилометровые пробки. Те, кто не стал сопротивляться новому указу, уже едут в пункты сбора. Люди плачут, прощаются.
на войну идут. Вот около ДКМ сборы, все, увозят парней. Все это конкретно. Все это не обман. Тимофей Рожанский. Настоящее время. Так, далее. Интернет подвисает. Сейчас. Кстати, Германия передала еще 6 зенитных орудий «Гепард» и 6000 патронов, снарядов к нему. 6000. Итак, это только то, что мы услышали, только то, что озвучено. Передается огромное количество разного рода вооружений. Так, это огромная пробка на выезд из России в Казахстан. Это покажу эту пробочку. Бегут все, но не выпускают. На границе Грузии уже часами стоят. Ой, сутками уже стоят. По 10 машин в сутки пропускают. Даже таможни не видно. Далее. Граница Грузии, Верхний Ларс. На границе между Россией и Грузией. Люди все прибывают и прибывают. Охереть. Охереть, что здесь творится. Короче, края нет. Далее. Вообще, все направления выезда из России, все просто забито. Выезжают в Финляндию, выезжают через Беларусь в Европу. Кстати, я уже сказал, Германия уже все будет принимать, давать политическое убежище тем, кто по призыву, по мобилизации должен быть отправлен на войну и выехал сюда, чтобы избежать. Поэтому, если есть возможность у кого-то, доезжайте как-нибудь до Беларуси. Не хочу советовать, потому что могут на любом посту остановить и сразу же забрать. Просто забрать. Все, в любом. Почему вы выехали, не уведомив, например, любой человек, который сейчас будет мобилизован и подлежит мобилизации, этот человек обязан получить открепительный талон у себя в военкомате, если он уезжает из своего района. И сейчас у них пока нет еще таких сил, еще пока они людей не расстреливают, и слишком много. И они потихонечку
концентрируют, берут, хватают только кого могут, и вот концентрируют свое внимание на вот тех, на легких жертвах, скажем так. Кто не знает закон, или кто слабовольный, или не имеет не имеет четкого представления, что там происходит. Происходят очень ужасные вещи, очень. Очень, очень. Так, далее. Ну, короче говоря, так везде, везде. Везде. Вот и Улан-Удэ, в Монголию выезжают люди. У меня еще тут есть в телефоне видео, которые присылают тоже на казахской границе. То же самое. Стоят в огромных очередях. Поэтому, друзья, ситуация вот такая вот. Так, друзья, я перемотаю ваш комментарий и... потому что много вы написали комментариев. Так, надо не русским каким-то образом сдаться украинцам, и в первую очередь это должны знать и хотеть украинцы. Украинцы этого хотят. Украинцы, генеральный штаб, я выложил это видео, генштаб Збройных сил Украины выкладывал видео, как это сделать. Есть информация, есть телефоны. Украинцы согласны принимать. Согласны принимать Германия. Если вы сюда переходите, вы, если сдаетесь, Германия вам предоставит политическое, Литва предоставляет уже давно политическое убежище. В этом плане проблем нет. Проблема есть вот вырваться из этого капкана, в котором оказались. Если бы люди послушались бы, если бы люди бы подумали бы просто. Короче, украинцы пусть гасят их всех, слава Украине, Аллаху Акбар, не строй. Нет, всех гасить не надо. Подавляющее большинство в России уже давно прогнулись. И не только под нацистскую идеологию кремлевского маньяка, но и под идеологию малейшее пожелание непосредственного руководства. Да? Салам алейкум ассалам. Россия — это империя кривых зеркал, кривых душ, искривленного сознания, точнее вывернутого наизнанку и так далее. ФМ. Так. Что за матери такие, которые своих сыновей отправляют убивать других детей? Они их не отправляют, их у них забирают. Теперь уже нужно менять риторику по отношению к этим людям. Если мы выступали против кадыровцев с первых дней до войны с 2014 года, то сейчас мы не можем выступать против людей, которые набирают насильно. Это наши люди. Мы должны выступать за них. Извините, и хотя Валерий Залужный сказал, нам без разницы. Им реально без разницы. Они 100-150 километров будут отправлять снаряды, противника друг друга, противник вообще не видно ни в прицел, никак. Прилетает просто бомба и все, и ты уничтожаешься. Все, нет тебя. Причем бомбы очень точные, и шансов выжить практически нет. Слава Украине! Я россиянин. Желаю смерти всем с Рашки, чтобы вы, фашисты, там сдохли. Аминь, говорит сталкер. Все, кто идет добровольно, заслуживают того, что ты сказал. Так, а сам в Ютубе ты не такой, как в ТикТоке. Там ты очень крутой. Какой я такой? Здесь удобно читать, видео показывать, а в ТикТоке неудобно. В нашей СССР наступил апокалипсис. В нашей Рашке наступил... Да, сталкер? Это КГБ сделало.
они только так и умеют себя вести. Где они, рано или поздно наступает апокалипсис. Они совершают преступление, потом совершают новое, покрывающее старое, еще большее преступление. И так доходит вот до того, чего мы пришли. Это просто обычная логика развития событий. Мы это предсказывали, мы об этом говорили. Об этом говорил Джохар Дудаев. Это рано или поздно к этому приходит. Рано или поздно. Помнишь, как русские издевались, когда сирийцы сваливали, типа мужики должны дома сидеть и так далее. Прикинь, бумерангом все вернулось. И мы то, что делали над нами, тоже не забыли. Ни одного слова не забыли, не говоря уже о действии. Всех витаю, ассаламу алейкум, алейкум, витаю. Ассалам. Покойная Новодворская говорила, что 70% народа РФ подлежат истреблению. Народ должен переродиться через пару поколений. Руслан, приветствую вам. Вы бы микрофон получше, звук глухой, как в бочке. Ну, извините, для каждого не получается, у всех вроде бы всегда пока нормально. На митинге в Москве звучал лозунг «Путина в окопы», но не было лозунга «Вывести войска из Украины». Русские это хорошие вояки с детьми, женщинами, с мирными. Всю жизнь за счет таких методов они воевали. Крысы, говорят, азербайджанские песни. Пусть теперь патриоты русские воюют. Они столько лет грозились: вперед, русские, умирайте за коротышку. Не так давно российцы, Нохчигант это был, не так давно российцы ржали над афганцами, которые на шасси самолета хватались. Ну, за шасси самолета могли бы не хвататься, если честно. Вы заметили, все любители русского мира издалека не слышно, затихли все. Да, кстати, поубавилось чуть-чуть. Все чуть-чуть уже по-другому себя начали вести. Как написал один украинец, бегут вместо того, чтобы выйти на улицу и противостоять этому беспределу. Общество трусов. Ночи дальнобой. Можно согласиться с тем, что ты говоришь, и с тем, что говорят такие украинцы. Но нужно пожить в России, нужно понимать, в каком состоянии находится само общество, в каком состоянии находится сама власть. Ведь вот эта мишура, что демократия, что какая-то свобода, это все было наиграно, это все было мнимо, не по-настоящему. Вот в чем вся загвоздка. Ведь когда был голодомор в Украине, люди умирали с голоду. Никто же не бастовал, не убивал НКВДшников. Да, были партизаны, которые сражались, но миллионы человек погибло с голоду. Хотя они могли, раз погибают, сделать что-то. Это такая система, она управляется людьми, которые вокруг тебя. Это очень сложная система. Ну и, конечно же, страх, да, страх есть, это факт. Потому что КГБ умеет вселять этот страх. Как сказал Шендерович, война из телевизора пришла каждому россиянину на диван. Да, как сказал Джохар Дудаев, в каждый дом придет эта война. И она теперь пришла. В каждый дом. Она еще только приходит. И если сейчас что-то не изменить, она будет еще больше развиваться. Миллионы жертв будет. Миллионы. Миллионы погибнут. Для меня так, Аслан, при свободной Ичкерии какую должность ты хотел бы занимать? Руслан Исаев, я никакой должности не хочу. Никакой. Удивляет, Нохчикант, удивляет то, что народ не уходит на защиту своих прав. Видя всю эту безумие, сидят, бездействуют. Нет у них сознания, что сила это народ, а не власть. Без народа это кучка, ничто.
Американцы, если совершали военные преступления, они признавались в этом и более того судили виновных на пожизненное даже. А эти орки никогда ни в чем не сознаются, будут оправдывать. Да? На Северном Кавказе, кстати, тоже голод был. Нужно говорить об этом, собирать данные. Конечно, был. И голод был, и все было. Где есть Россия, там кровь, горе, слезы. Вопрос к юристу. Почему никто на России не говорит о проведении в действии закона, то есть Уголовного кодекса РФ, статьи 353, и кто обязан его задействовать? Литва. Я не скажу вам сейчас на это. Закон России не действует. Закон России не действует. 99% россиян заражены бешенством фашизма. Это можно вылечить только с помощью хаймарсов и джавелинов. Говорю вам как россиянин. Другого выхода нет, говорит сталкер. Да, сталкер. И это лечение уже происходит успешно. Раз уже объявили мобилизацию, все вот эти добровольно, которые пошли убивать украинцев, они уже закончились. Все, они не справляются. Они на волоске висят. Вот сейчас это просто... На самый край отложил этот вариант Путин и банда ФСБ. Кстати говоря, все ФСБшники и ГРУшники, которые находятся в Чечне, они несут полную ответственность, как ФСБ. Игорь Кочнев, вот этот главарь банды у ФСБ в Чеченской Республике, несет непосредственную ответственность за каждого человека. Кадыров только инструмент его в руках, который также несет ответственность как исполнитель. А организатором всего этого, кроме Москвы и Лубянки, является Игорь Кочнев и УФСБ по Чеченской Республике. Ни один член банды УФСБ, служивший за все это время в Чеченской Республике, они почти все служили, и дислоцировавшие там, не должны уйти от ответственности. Ночи, да дицмадилашиш, и самый главный мост Бушуной. Лах висашик, висят душуны, иш бицмобилаш, иш первый бушун хлебиш беш. Даже Стрелков говорит, что вакуумную бомбу скидывали на село Гехичу во Второй русско-чеченской войне. Да, он говорил об этом. Нужен невидимый материал купить для наших бойцов. Так. Азербайджанские песни. На митинг вышли, получили пару дубинок и убежали. Вот они, русские вояки. Этот народ привык жить в рабстве и тянут других за собой. Как ты думаешь, Путин применит ядерное оружие в любом виде? Я считаю, что этот сценарий близок к нулю. Просто такой сценарий невозможен, потому что очень серьезно ответили. Сказали, что ты получишь ответ. По Москве будет нанесен удар. Вот вы увидите. Если он нанесет удар, ядерный удар по Украине, там взорвет атомную электростанцию, нанесет атомный удар, моментально он получит ответ. Моментально. И по Москве, и по своим бункерам. И Путина не станет. Ему это самое важное. Сейчас идет битва за жизнь Путина. За его кресло, соответственно, это и жизнь его. Джохар Дудаев говорил, что возбуждено уголовное дело на Клинтона. Миллиарды долларов США выделила в Москве на войну в Чечне. Миллиарды долларов выделялись в помощь России. Да, Клинтона выделяли эти деньги во время президентства Клинтона. И я видел это видео. Он говорил об этом. Да, администрация Клинтона поступила очень-очень подло по отношению к Джохару Дудаеву и чеченскому народу. Это факт. Не американский народ были. Вы как видите, сенаторы говорят одно, Байден говорит другое, сенаторы говорят одно, Трамп говорит другое. Администрации, президент и сенат, это там реально разделение ветвей власти. И иногда президент может очень кардинально отличать свое видение, может быть, свои какие-то корыстные интересы от того, что интересует и принципы Соединенных Штатов, на чем построено это государство и держится, и интересы самого государства. Иногда такое бывает. И поэтому к Клинтонам я отношусь не очень хорошо.
Но был один народ, не одиночки, а целая нация, писал Солженицын. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Высоцкий. Это я по поводу страха, Аслан. Издадырду, самогатты, издадырду. Кстати, Аслан, хорошие новости. США передадут не только сотни Switchblade 600, а также ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper. Супер, супер. У Украины будет самое последнее оружие, не волнуйтесь. Украина выстоит. Украина просто, они сейчас уже обучились этому оружию. Их обучают здесь, в Европе, в Англии, в Германии, в Америке. Нет, но везде их обучают. И там просто все отлично. Просто. И уже опыт. Опыт стоит очень дорогого. Если вдруг из наших сдадутся в плен украинцы, они не будут обменивать его на своих пленных. Смотрите, если вы сдаетесь в плен, есть две категории людей, которые сдаются в плен. Когда вас окружают и вам деваться некуда, вы сдаетесь в плен. И перебежчики, да, дезертиры, которые переходят на сторону Украины. Так называемые, это не дезертиры, это такой неприятный термин, но и чеченцу он может не понравиться. Никакого не дезертирства. Это наоборот перейти на сторону, на правильную сторону истории, на которой должен быть чеченец. И если вы переходите как перебежчик на сторону, добровольно сами переходите, желательно брать командира с собой, желательно брать технику, оружие, все, что можете, захватывайте и уходите к украинцам. Предварительно договаривайтесь с украинцами, чтобы вас там не подстрелили, когда будете переходить. Ну и иметь белый флаг. Так вот, вас передадут и обменяют только в том случае, если вы подпишете добровольно бумагу, что вы хотите, чтобы вас передали. Вот в этом моменте главное, чтобы какой-нибудь сильно ярый украинец, который хочет вытащить своих, обменяв вас, вот эту бумажку, если попадется такой, подсунет, чтобы вы поняли, что ее подписывать не надо. Вот. И все, вы говорите, я хочу остаться, ничего подписывать, возвращаться, четко, ясно говорите, я возвращаться не собираюсь, пока не окончится война. Вы сразу получаете политическое убежище и в Германии, или в Литве, и можете оставаться тут. И все, если на вас нет каких-то преступлений, которые вы совершили против Украины. Если они есть, то вам придется отбыть наказание в Украине. А так, никаких проблем я не вижу. Вот так перейти. Вы слышали, когда подложили взрывчатку под машину, эта машина должна была подъехать к машине, где находился Путлер, и взорваться. Только что-то пошло не так. Нет, я не слышал об этом. Я не слышал. Сдавшийся в плен и попавший в плен, это же разные статьи. Да, если вы оказывали сопротивление и были ранены, там, и так вас там взяли, то это совсем по-другому к вам относится, и да, это квалифицируется абсолютно по-другому. Так, думаю, если бы был Трамп вместо Байдена, то он бы Украину слил Путлеру. Он всегда вылизывает. Так, видимо, у русской кодлы есть компромат на него. Ну, я так не могу сказать, у меня нет такой информации. Нам надо создать что-то наподобие Моссад, находить этих работников ФСБ ИГРУ и наказывать за все преступления Ичкерии. Но, Чигант, если мы не накажем всех, кто сделал нам зло, мы не построим государство. И Моссад должен быть, и Фасад должен быть, и все у нас должно быть. И ни один преступник всю свою жизнь должна появиться группа чеченцев, которые будут занимать правовой юридической стороной, которые будут всю свою жизнь посвятят нахождению и привлечению их ответственности. И мы будем судить в Джохаре или, может быть, в Соединенных Штатах Америки, если сейчас будет такой прецедент, и американцы создадут этот суд. Сажаем самолет, отправляем судью. А лучше, конечно, в Джохаре. Руслан, почему Политковская называла чеченские бандиты? Я не знаю, Руслан, почему она так говорила. Может, она имела в виду реальных бандитов. Не знаю, почему она так говорила. И я, если честно, не слышал, чтобы она так говорила. Друзья, я на этом свой стрим сейчас заканчиваю. Я закончу свой стрим.
Всего самого хорошего вам. Спасибо, что смотрите. Распространяйте наши видео, распространяйте наши мысли, чтобы люди поняли как можно больше. Многие не знают, как себя вести, что делать не знают. Опять же, не переставайте заботиться о себе. Сейчас очень трудное время. Нужно избежать мобилизации. Нужно сделать все возможное. Объединяйтесь, не бойтесь. Да, сейчас кого-то заберут, опять изобьют, еще что-то произойдет. И решать вам, выходить на митинг, не выходить, как-то по-другому действовать. Но мы должны понимать, что ситуация изменилась для нас, для чеченцев, в корне. Ва алейкум ассалам, гражданин Ичкерии, Маш Вовель. На этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Шек Дамадол. Россия дек дадол штушун. Дел мула дадею душун. Наша задача выжить. Адикюэль Маш Оэль. Всего самого хорошего, друзья.